Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. Greta kanalında Gagauzya Gün-Günden programması. Bugün de herkesin selamlar. Stüdyada büyünüşlerim ben Alona Terzi. Misafirimiz Şansora stüdyamızda sevgili dostlar. Hem isterim söylemeye güzel haberlerle bugün çıkacağız karşınıza. Bu sebepten hepsinize teklif ederim. Bizimle birlikte bugün de olasınız. Bir iki kapıma ayrılır. Stüdyamıza döndüğünü tanıştıracağım sizi bizim misafirimizle hem programın temasından kalın bizimle. Sevgili seyirciler, güzel haberlerle karşınıza bugün dedim çıkacağız da gerçekten haberlerimiz güzel. Beklenen haberlerimiz hem isterim söylemeye o kuru mangısı için bir laf gidecek o kadar sınaştırdı bizi bu haberleri beklemeye hem bu güzel haberleri almaya diye hani başka türlü hiç yokunca olsun da. Gagauz Milli Tiyatrosu Diyanis Tanasoglu adına güzel başarılarla bu yılda Unitem 2025 Unitem 2026 mı 25 mi premiyasını getirdi. Hem bu güzel başarılar için biz laf edeceğiz sevgili dostlar. Bugün misafirlikte bulunur Diyanis Tanasoglu adına Gagauz Milli Tiyatro'nun ince zanat öndürücüsü Natalya Paladi. Наталья, добрый день, добро пожаловать к нам в студию. Zaman hayır olsun, Алена, zaman hayır olsun, dostlar. Наталья начала уже изучать гагаузский язык и каждый раз что-нибудь новое добавляем. Наталья, на самом деле это долгожданная и уже привычная для нас награда, потому что мы знаем, что Гагаузский национальный театр, конечно же, не с пустыми руками возвращается с этого большого вечера награждения, который называется Гала-премия ЛОР Унитем 2026. Да. Результаты превосходные, очень хорошие. Sevgili seyirciler, ben isterim burada sıralamada başlamadan Natalya'yla laf etmem. En iyi spektakl küçük formalarda adını kazandı. Onun aktrisası Natalya Paladi. Diyanis Tanasoglu премиясы Каблетте Лидия Орманжи, Петру Баракчи премиясына Михаил Резунец Каблетте, премия Унитем өндіржісінен Санду Грекунун премиясына актриса Наталья Манастырлы Каблетте, Омулдин Кулиса Арды яда Кулисалардан инсан адыны Каблетте Иван Гергеледжи, хем ен и дебют номинациясына Герде Диана Драгушан. Böyle güzel başarılarla döndü Gagauz Milli Tiyatrosu bu güzel akşamdan. Наталья, ожидаемы ли были эти награды? Давайте в целом про коллектив сначала скажем, а потом про ваши эмоции. В целом про коллектив, конечно же, это были ожидаемые награды, это были выбранные нами, руководством театра. Я считаю, абсолютно заслуженно. По каждому могу прям в двух словах сказать, если нет, то в принципе могу сказать, что каждый, кто получил свою награду, заслужил ее своей работой, честным отношением в театре именно, повторюсь, к своей работе, да, потому что это очень важно быть честным в этой работе, в творческой работе. Независимо от того, на сцене, за сценой, все они были большие молодцы. Я думаю, они также продолжат, ребята, в таком же духе. Также не будут предавать театры, будут идти вперед, наслаждаться этой своей творческой сложной работой, потому что работа сложная, действительно сложная. Вот. И я могу сказать, что особенно несмотря на то, что у нас Драгушан, наша девочка Диана Драгушан, не получила премию, но я вам могу сказать, что по Молдове, а это высшая театральная премия, вообще Юнитим, и по Молдове она входит в 4 лучших дебютантов. Простите, но для человечка, который всего лишь полгода назад вышел на сцену, это очень хороший результат, и я ей желаю, ей особенно желаю успехов, не падать духом, и я думаю, она не упадет духом, продолжать работать над собой, трудиться, и у нее все получится. По остальным могу сказать, что наш любимый Ванечка, который за сценой, как говорится, свет у нас, никто его не отмечает, никто не видит, но Ваня с этим справляется великолепно, и благодаря его видению, благодаря его светорежиссуре, не обходится ни один спектакль. Это те люди, которых действительно мы не видим.
Они всегда где-то там, на галерке, но без них невозможно до конца показать всю прелесть, все грани спектакля. И невозможно актера выделить в той актерской плоскости, в той задаче, которую ставит режиссер. Лида Орманджи, замечательная актриса, это человек, который может играть все. И не сказать про нее я не могу. Я считаю, это абсолютно заслуженно, тем более, что награда Танасоглу, это основатель театра, это очень высокая награда для нее, как для актрисы. Наташа Монастырлы, премия от Греко, Александра Греко, это тоже высшая награда. Она одна из молодых актрис, тоже достаточно перспективная, многогранная, интересная. Ее роль Августины в «8 женщинах» показала ее совершенно в другом плане, а это дорогого стоит. Так что, ребята, я поздравляю и от своего имени, и от имени директора Михаила Георгиевича Гагауза с такими номинациями. Я думаю, что все мы, весь наш коллектив, очень рад за них. Не думаю, так оно и есть на самом деле. Вот. И желаем ему творческих успехов, развития. И главное, ребята, не падайте духом, идите вперед, и еще к лучшим вершинам. И не к первой, и не к последней премии Unity. Очень будем надеяться. Наталья, хотелось бы немножко предыстории. А кто вообще принимает решение, какие спектакли будут выдвинуты? В этом году это была «Жизнь поэтов, жизнь любви» и 8 разгневанных женщин, да, в нашей вариации, да. Решение принимает директор и худсовет, но я вам честно скажу, то, что мой спектакль будет, для меня было неожиданностью, потому что со мной это никто не обсуждал. Меня просто поставили перед фактом, и я сказала, ну хорошо, пусть будет так. 8 женщин, это даже не оговаривается, это в принципе спектакль, который мы сразу, когда уже начали над ним работать, мы понимали, что мы его будем выставлять на премию, потому что спектакль действительно яркий, вот кто видел его, его невозможно обойти стороной. Жаль, что он не занял никаких мест, но я скажу, конкуренция очень была в этом году огромная, 53 спектакля. А в общей сложности 63. Это вместе еще и со спектаклями малых форм. Но я имею в виду 53 спектакля именно, которые классические, такие драматические спектакли, большие. И выйти в финал это тоже дорого стоит. Поэтому все девочки молодцы. Знаете, как я всегда говорю, не смогли, значит, нужно поработать. Значит, где-то еще что-то мы не доглядели, не доделали. А есть еще одна вещь, которую я, наверное, хотела бы сказать. Вы знаете, да, профессиональное жюри очень хорошо работает, оно имеет право на свое мнение. Но иногда мы можем просто не совпасть, может быть, не то время. И когда огромное количество спектаклей, им очень тяжело выбирать. Потому что от членов жюри, которая приезжала и смотрела вот этот 8 разгневанных женщин, мы слышали очень теплые отзывы. Но, видимо, такое огромное количество, такая палитра спектаклей, что было сложно выбрать. А мы работаем все-таки в классической школе. Сейчас, знаете, есть манера такая, пошла на более современные какие-то формы, более такие экстравагантные, зацепить. А мне кажется, что классический спектакль, классическая форма, она может быть не выигрышна для фестиваля, но она выигрышна для зрителя. А мы все-таки работаем в первую очередь для зрителя. Поэтому в любом случае все молодцы. Но тем не менее, выбирать из 50 и попасть в это число, это очень дорого стоит. И очень большой опыт, и очень большой труд одновременно. Конечно, конечно, абсолютно. Потому что это, вы знаете, работа, она видна. Если бы даже нас не выбрали уже на отбор, на просмотр, можно было бы сказать, да, что, ну, наверное, что-то мы делаем не так. Но комиссия приехала, посмотрела. Все равно сделала свои выводы. Отобрала девочку на дебют. Это, кстати, их было решение, не наше. Комиссия нас, когда удивила этим своим решением, мы такие, да, правда, это здорово. Значит, девочка чего-то стоит. Я сейчас говорю про дебютантку нашу Диану Драгушан. Вот. И наши девчоночки, которые работали, заняты были в этом спектакле, они тоже все молодцы. Каждая вышла и сыграла новых себя. Все это заметили. Поэтому работа была сделана, все равно попали. Наталья, вы сказали, что около 10 спектаклей малых форм были представлены в этом году. Театр Дениса Танасоглу впервые с
таким спектаклем малых форм. Да. Ваши эмоции и ощущения от этого? Буквально перед тем, как поехать на Гала Премьер, я виделась с режиссером этого спектакля Димой Ахмадиевым. И он мне говорит: Наталья, когда мы с тобой этот спектакль делали, мы вообще про это же не думали. Я говорю: конечно, я вообще представить не могла, что он пойдет куда-то еще и получит что-то. Я сейчас, конечно, немножко шучу, но на самом деле это было так, потому что мы, когда ставили этот спектакль, мы его ставили совершенно по другой причине, и на самом деле я просто жила. Просто жила тем, что я люблю. Я придумала, кто не в курсе, я автор этого спектакля, сама написала его, собрала его, сыграла. Единственное, вот Дима мне помог как режиссер. И, конечно же, о том, что я попаду в финал, для меня это было огромной неожиданностью. Мало того, я попала, так скажем, в четверку спектаклей, где было 3 спектакля на румынском языке и 1 вот наш на русском. Я обошла некоторые другие русскоязычные театры. Это было тоже вдвойне приятно. Ну а когда финал был, я вам так скажу, я сказала, что мне достаточно того, что я в четверке лучше. Но то, что я буду в победителях, для меня это было неожиданно. Я до сих пор не видела, что говорил Санду Греку о моем спектакле. Но вот мне коллеги мои, Лида и Михаил Георгиевич, они говорят, когда он начал говорить, что такое впервые у нас, и начал говорить про кинематографию, ну, поскольку я снималась в кино, видимо, это имело место быть, они уже поняли, что я ничего не понимала. Я просто была счастлива. Потому что он говорил на румынском языке? Я понимаю румынский язык. Вопрос в том, что именно на этих словах я вообще все перестала понимать. Я просто сидела, вот так вот держала Лиду за руки, и только помню, что я взвизгнула и побежала на сцену. Все, что я помню. Мы, конечно же, покажем нашим телезрителям эти моменты, но сначала я хотела бы показать эту награду «Жизнь поэтов, жизнь в любви». Еще и статуэтка есть, но Наталья... Да. Она очень тяжелая. Она тяжелая, я маленькая, хрупкая женщина, мне не позволили ее брать с собой. Да, и сейчас мы попросим наших помощников, чтобы они включили. Мы с самой церемонии награждения вырезали кусочки, чтобы никого не обидеть, всех показать, и чтобы наши телезрители тоже увидели, каково это нашей гагаузской гордости выходить на сцене. Maestru de lumini la Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tănăsoglu, Ceadrlunga. Mulțumesc, спасибо всем, кто работает со мной, кто вложил немалую лепту в эту непростую работу. За кулисами это всегда не видно нас, но всегда с вами, в душе и в сердце всегда. Спасибо. Premiul președintelui Unitem pentru actorie, Natalia Manastârli, actriță, Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tănăsoglu, Ceadrlunga. Авшам Хаиролсон, добрый вечер. Мне очень приятно находиться на этой сцене. Хочу в первую очередь поблагодарить своих коллег за поддержку, а режиссеров за опыт. Спасибо большое. Premiul Petru Baracci se acordă domnului Mihail Rezuneț, actor la Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tănăsoglu, Ceadrlunga. Честно сказать, я не думал, что буду говорить, выходя на сцену. Вот. Думал сказать, как говорят американские актеры, когда выходят получать свой Оскар. Там, спасибо маме, спасибо папе, но, думаю, перечислять свою родословную от второго Адамова колена, это будет слишком долго. Поэтому спасибо Домну Греку, спасибо Сенату. И я могу с полной уверенностью хвалиться своим детям, что я тоже выступал на сцене театра Сеттирикус. Спасибо всем.
Dionis Tănăsoglu se acordă doamnei Lidia Ormanji, actriță la Teatrul Național Găgăuz Dionis Tănăsoglu, Ceadrlunga. Bună seara, dragi colegi! Mulțumesc mult, domnul președinte. Спасибо большое Сенату Союза театральных деятелей за столь дорогую моему сердцу награду. Hem isterim şükür etme bütün yürekten benim pahalı Gagavuz Milli Tiyatromuzu Dionis Tănăsoglu adına böyle yüksek ödül için. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Avem actori excelenți. I-am descoperit și asta s-a întâmplat și s-au format în acești 25 de ani. E o pleiadă deosebită cu care trebuie să ne mândrim. Filmele noastre îi scot dincolo de rampă, îi scot în lumea mare. Felicitări! Mersi mult! Acum să vedem ce-i scris aici. Жизнь и любовь. Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tănăsoglu, Ceadrlunga. Столько эмоций, потому что, наверное, будет нескромно сказать, я за столько лет я заслужила, наверное, это, стоять здесь, потому что я так долго убегала от театра, я так долго не верила в себя. Самое главное, это мой подельник, мой напарник, мой друг, мой однокурсник, режиссер, главный режиссер Приднестровского театра Дмитрий Ахмадиев, который со мной сделал эту работу. Он поверил мне, мы с ним это сделали за короткий срок. И вот сегодня мы, честно скажу, мы не знали, что вообще это вот так вот случится. Поздравляю вас всех тоже с этим праздником замечательным. Наталья прослезилась, просматривая этот сюжет, еще раз прожила те моменты. Да, это было очень тяжело на самом деле, потому что я не готовилась вообще что-то говорить, но я действительно, наверное, из тех немногих актеров, которые я всю свою жизнь просто посвящала творчеству, просто занималась своей работой, своим искусством, но никогда не думала ни о победах, ни о наградах. И когда я иногда оглядываюсь назад на своих коллег, смотрю, они уже там заслужены, я вообще про это никогда не думала. Просто. И когда вдруг вот случилось, я, наверное, вот так скажу. Я так долго действительно к этому шла. Нет, я другое, более искреннее. Когда дома сидела одна, репетировала, никаких перспектив не было. Я себе спрашивала, зачем, для чего? Вот, наверное, для вот этого. И это дорого стоит. Это дорого стоит. Наталья, вы как художественный руководитель, над чем работаете, чтобы мы немножечко отошли от темы? Потому что иначе я сейчас расплачусь. Наталья прослезилась. Над чем сегодня работает театр? Мы знаем, что до конца сезона мы еще ждем премьер. Да, у нас будет 2 премьеры. Это «Достлар», гагаузская сказка. Детская. Да, совершенно верно. И также мы планируем «Памеллу» восстановить немножечко в другом составе, скорее всего, она будет немножечко другая. Плюс «Бюлю Маза». Ну как же, это обязательно в начале июня. Мы всех порадуем этим прекрасным восстановленным спектаклем. Тоже восстановим, потому что я сначала была противница, сразу
сразу скажу, потому что я не люблю восстанавливать спектакли, я считаю, нужно новые делать. Но я слышала отзывы и своих коллег в театре, и плюс зрителей, да, которые говорили: о, да, вот эти спектакли вот как-то не насмотрелись, что ли. А раз не насмотрелись, значит, есть возможность еще порадовать зрителя. Тем более «Бюлю Маза» я уже была на репетициях, я гагаузский еще не понимаю, но я насмеялась. Насмеялась от души, значит, это достойно. Поэтому 3 премьеры. И плюс есть задумки по детским спектаклям, которые на гагаузском языке у нас должны выходить для деток. Пока не буду про это говорить, потому что это сейчас ребята вернутся из фестиваля, и мы поработаем над этой темой, потому что очень хочется разнообразить репертуар. Не возить одну сказку, а как-то вот действительно разнообразить. И детки должны все-таки развиваться. А для этого должны быть именно развивающие спектакли. Ну, это вот как бы наше такое видение. Вот, так что ждем вот таких вот премьер. Ну и, возможно, еще будет одна премьера моя. Пока не знаю, когда, вот, потому что с прошлого фестиваля «Молдфест» председатель комиссии Нина Мазур, она подарила мне свою пьесу «Леди Капулетти», и мы вот над ней начинаем скоро работать. Заявки на Унитем начинаются приниматься где-то осенью. Да. Уже этого года. Да. Вы уже думаете над тем, какие работы будут выставлены в этом году? Я думаю, что мы, наверное, уже в сентябре будем понимать, потому что мне нужно увидеть как художественному руководителю, в каком виде спектакль, насколько он готов. И мне все-таки нужно отвечать за это как художественному руководителю. Конечно, я уверена, что ребята совсем справятся, но все-таки мне нужно сначала увидеть результат работы, а потом мы уже будем принимать решение. Но мне кажется, что Памелу, скорее всего, точно, потому что Памела я уже не один раз слышала, да я видела этот спектакль в записи, очень интересный спектакль, тема давняя, интересная, разносторонняя, скажем так. Вот, поэтому давайте мы, наверное, до осени доживем, и осенью мы уже объявим. Да. Наталья, и программа подходит к своему завершению. Мы знаем, что буквально на этой неделе театр выезжает на большое мероприятие, на большой фестиваль. Да. Когда выезжают, с каким спектаклем? 9 мая театр выезжает в Турцию на 2 международных спектакля, на 2 международных фестиваля. Один в Трабзоне, другой в Денизли. В Трабзоне мы покажем «Страну слепых», а в Денизли у нас будет спектакль «Ловушка», «Тузак». Да, все будет на гагаузском, естественно, играться. Вчера мы как раз отыграли на зрителя «Страну слепых». «Тузак» у нас буквально 25 числа прошел, так что ребята готовы, все готово у нас. Все едут с воодушевлением. Желаю коллективу прекрасно показать себя, как это обычно и бывает. Все молодцы, держитесь, живите, проживайте и приезжайте, естественно, с наградами, с победами. Ну, я думаю, по-другому и не будет. И с хорошими эмоциями. Абсолютно, абсолютно. Наталья, благодарим вас за то, что вы приняли участие в сегодняшней программе. Ваши пожелания всему вашему коллективу и зрителю. Я желаю и коллективу, и зрителям прекрасной весны, исполнения всех ваших мечт. Не люблю это слово, но я его скажу. А вообще живите, любите, творите и оставайтесь собой. Это самое важное в любых ситуациях. И верьте в себя. И тогда мир будет прекрасным. Да. Sevgili seyirciler, ben tabrikleri aklınıza getirelim. Hani bugün stüdyada misafir olarak bulundu Deniz Tanasoglu adına Gagauz Milli Tiyatro'nun ince zanaat öndürücüsü Natalya Paladi. Elbette seviniriz bu başarılar için, hem bekleriz yeni başarıları, hem mutlaka biliriz hani bu başarılar olacaklar. Sevgili seyirciler, sağ olun isterim söylemeye. Herkesin bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklardan GRT kanalında.